Так встретят огонь Олимпиады. Байкеры и всадники пробегом отметят главные события зимы. Разрушительное поведение. В Назрани ищут хулиганов, которые в только что открывшемся сквере в Назрани совершили акт вандализма. Пропаганда творчества. В Карабулаке поэтический вечер собрал профессиональных поэтов и любителей. Здравствуйте, это новости 24, с вами Адам Патиев. Эстафета Олимпийского огня добралась до Каспийской столицы Астрахани. Символ зимних игр побывал в Белокаменном Кремле, в театре оперы и балета и в спортивном комплексе «Звездный». Еще Олимпийский огонь прокатили на астраханских санях-чунках. По центральной улице города с факелом пробежал уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. В Астрахань символ Олимпиады прибыл из столицы Калмыкии Элисты, где в субботу прошла Олимпийская эстафета. На Элистинском автовокзале факел встречали ритуальным буддийским танцем. А первым взял в руки факел абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, выдающийся мастер единоборств. Общая протяженность маршрута по территории региона составила 14 километров, а пронесли Олимпийский огонь 65 факелоносцев. В Магасе прошла подготовка к встрече Олимпийского огня. Одним из главных элементов предстоящей эстафеты – пробег, в котором примут участие байкеры. Ретро-автомобили и всадники в традиционной кавказской ездовой одежде, в бурках и попахах. О том, как проходила подготовка, смотрите в сюжете Магомеда Измайлова. Водители, проезжавшие Магасовский круг, могли наблюдать необычную для этого места картину. По дороге, ведущей в столицу республики, движется не привычный поток автомобилей, а колонна стальных коней, украшенные флагами символикой зимней Олимпиады Сочи-2014, государственными флагами Российской Федерации и Ингушетии. Все эти люди – участники пробега, посвященного эстафете Олимпийского огня, который в ближайшее время должен прибыть в республику. Стартовали от перекрестка на федеральной трассе «Кавказ», а возглавляли колонну два культовых советских автомобиля – ГАЗ-21 «Волга» и М-20 «Победа». Следующими преодолеть дистанцию должны были всадники, облаченные в традиционную одежду горца. Легким аллюром они преодолели дорогу в 4 километра и вместе с колонной мотоциклистов въехали в столицу республики, где на площади возле башни Согласия уже проходит репетиция самого сложного номера в праздничной программе. В ней принимает участие более сотни юношей и девушек. Они должны выстроиться таким образом, чтобы изобразить собой солярный знак, символ республики Ингушетия. Идет процесс подготовки к торжеству Олимпийского огня. Тут задействованы хореографические коллективы, детские коллективы, байк-шоу, наездники. Будет очень интересно. Хореографические коллективы тут будут показывать солярный знак, олимпийские кольца. Сегодня проводится генеральная репетиция встречи Олимпийской эстафеты, эстафеты Олимпийского огня, которая уже на следующей неделе, вот на вот этой неделе буквально, пройдет в Республике Ингушетия. Мероприятие значимое, зрители могут видеть эстафеты этого же огня в других регионах России, поэтому задача минимум – это сделать так, чтобы Ингушетия в череде вот этих всех субъектов была ничуть не ниже, а может быть и выше, чем другие субъекты. Олимпийский огонь прибудет в Ингушетию совсем скоро и впервые в ее истории посетит ингушскую землю. Магомед Измайлов, Юнус Сычоев, Новости 24. Ожиданием Олимпийского огня живет в эти дни Ингушетия. В преддверии эстафеты в республике подготовили большую праздничную программу. Одним из событий стал концерт в Доме культуры Назрани. Сюжет Заремы Евлоевой. Когда на сцене молодые каратисты под хорошую музыку синхронно показывают мастерство боевого искусства, понимаешь, что спорт и творчество едины. Каждый из этих ребят прочно связал свою жизнь со здоровым образом жизни. Стоять на сцене для них дело непривычное, но принять участие в таком мероприятии и поддержать олимпийцев были очень рады. В честь Олимпийского огня мы выступали. Я жил спортсменом на Олимпиаде даче.
Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. На концерт пришли представители старшего поколения, молодежь и самые маленькие. Для них пели и танцевали самые яркие звезды республики. Также среди зрителей можно было наблюдать известных спортсменов, которые прославили Ингушетию на весь мир. Напомним, что в течение 123 дней «Факел игр» преодолеет более 65 тысяч километров на автомобилях, поездах, самолетах, а также на русской тройке и оленях упряжках. Большая часть маршрута уже позади. А совсем скоро олимпийский огонь будет согревать сердца жителей нашей республики. Олимпийский чемпион Рахим Чехкиев не скрывает радости от предстоящего участия в исторической эстафете. Я оптимистичен. Я запланировал все свои дела так, что я дома в это время, поэтому надеюсь, мы достойно и очень хорошо проведем эстафету. Факел также пронесет прославленная альпинистка и покорительница Эвереста Лейла Албагачиева. Первая в истории женщина-альпинист, которая совершила восхождение на высочайшую вершину мира Эверест. Она установила там флаг зимних Олимпийских игр 2014 года, но останавливаться на достигнутом не собирается. Я подала заявку в книгу рекордов Гиннесса, и этот рекорд я должна установить в мае. И уже в Олимпийском комитете знают, мы там решили еще раз поднять, что я буду еще раз поднимать олимпийский флаг уже с автографами всех олимпийских чемпионов. Олимпиада 2014 и эстафета Олимпийского огня оставят отпечаток в памяти каждого. А пока в Ингушетии атмосфера ожидания. Зарема Евлоева, Магомед Дидиков. Новости 24. Итак, он ближе и ближе. Олимпийский огонь в скором времени посетит Ингушетию. Меры по подготовке к эстафете предпринимает Управление ГИБДД Республики. Они направлены на обеспечение безопасности дорожного движения во время этого важного события. В республике в связи с предстоящей эстафетой Олимпийского огня будет ограничено движение автотранспорта. Непосредственно в местах проведения эстафеты будут выставляться большое количество личного состава МВД, полиции с целью обеспечения безопасности. Все улицы, по которым будут проходить эстафеты, будут перекрыты за несколько часов до начала движения факелоносцев. Парковка также будет запрещена на всем протяжении маршрута. Машины, оставленные в местах проведения эстафеты, будут эвакуированы. Ограничение в движении коснется не только водителей, но и пешеходов. Во время прохождения эстафеты им нельзя будет выходить на проезжую часть, пересекать ее. Сотрудники МВД и ГАИ призывают гостей и жителей республики быть внимательными, заблаговременно выбирать пути следования в дни эстафеты. Нами определены дополнительные маршруты, где могут транспортные средства возможность объехать эти участки, где будет ограниченное движение. По этим маршрутам для информации будут выставляться наряды, которые будут организовывать объезд тех или иных участков. Форма разрушения не только общественного имущества и культурного наследия, но и морально-нравственного облика человека. В Назране расследует акт вандализма в сквере нового имени Карцхала Мальсагова. Там известные сломали осветительный фонарный столб, который стоял рядом с памятником основателю Назрани. Пока виновники не найдены, но у правоохранительных органов уже есть информация, кто совершил этот неблаговидный поступок. Ведь по периметру сквера установлены камеры наблюдения. По видеозаписи полицейские намерены восстановить полную картину, найти хулигана и наказать. Таково и распоряжение главы администрации города. Вот как мы сегодня видим, разбитый фонарь световой. Вот я не знаю, кто занимается этими вещами. Я не могу их называть людьми. Мы закладывали историю, но я вижу, что некоторым людям это не нравится. И чистый вандализм, по-другому назвать я этого не могу. Правоохранительные органы свою работу обязательно проведут. Того человека, кто это сделал, мы обязательно найдем. В Ингушетии выясняют причины страшного ДТП, в результате которого 2 человека погибли, еще 2 сильно пострадали. Авария произошла накануне на автодороге Назрань-Малгобек. Автомобиль ВАЗ-2112 вылетел на встречную полосу движения, где в этот момент ехала «семерка». Автомобили столкнулись лоб в лоб. О силе удара можно судить по тому, что осталось от «семерки», в которой в тот момент столкновения находилось 4 человека, в том числе и маленький ребенок. Правоохранительные органы проводят по факту ДТП проверку. По предварительной информации, в результате нарушения правил обгона неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-21099, создав помеху, и скрылся с места происшествия. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 и 3 пассажира с телесными повреждениями доставлены в ЦРБ-1 города Малгобек.
От полученных телесных повреждений пассажир автомобиля ВАЗ-2107 и несовершеннолетний ребенок в возрасте 2 лет от полученных телесных повреждений скончались в ЦРБ-1 города Малгобек. К другим темам. В Карабулаке прошла встреча поэтов с любителями литературного искусства и чтения. Стихотворцы съехались со всей республики, чтобы поделиться своим творчеством. Ученики встречали, послушали тематическую беседу и познакомили коллег с новыми произведениями. На поэтическом вечере побывал и наш корреспондент. В повседневной жизни они врачи, психологи, художники и педагоги. Здесь они, благодаря своему увлечению и таланту писать стихи, послушать творческих людей пришли взрослые, школьники и даже самые маленькие любители поэзии. Эти поэты известны в нашей республике, известны их произведения. Но все-таки мы решили организовать еще одну встречу для тех, кто хотел пообщаться с поэтами. Такая встреча она будет полезна и для поэтов, и для детей, для друзей, которые будут слушать их сегодня. Поэтому мы думаем, что эта встреча не первая, но не последняя. Алик Костоев работает нейрохирургом в Малгобекской больнице. 10 лет назад он дал волю и своему поэтическому дару. Небо завернулось в тучи, дождь идет, кругом темно. Был я молод, брал я круче, это было так давно. Где те чувства, от которых сердце билось очумело, истощился в жилах порох, страсть бесследно вся сгорела. Он признается, что вдохновение к нему приходит в моменты переживаний. Мне очень приятно, что бизнес-инкубатор в лице художественной студии Мусы Мартазанова, в лице ее основателя, смогли организовать такой литературный вечер, один из первых за последнее время, я думаю. И, в общем, мы надеемся, что и в дальнейшем у нас будет возможность собираться, послушать более маститых поэтов. Эта встреча продолжалась примерно 2 часа, и все это время приглашенные с удовольствием слушали стихи о красоте природы Ингушетии, о почитании старших и о древних традициях народа. Зухра Гамбердова, Халид Алдиева, Рахман Цуров. Новости 24. Это были все новости к этому часу. Всего доброго, до свидания.